Убивают вас всех когда-нибудь. Ни за что. И машина у вас страшная. Катафалка какая-то. Здравствуйте, уважаемые мои подписчики. Гибрид-центр Якутск представляет всех вас. С вами Евгений. Вот решил в этом году. Погода такая прекрасная, день классный. Потеплело у нас очень сильно после Нового года. Решил снять обзор на данный автомобиль Lexus 450H. Вот. У меня есть обзоры на разные машины. Это на Harrier гибридный мой, на Lexus RX, на LX 450 есть обзор. Но на эту машину у меня еще пока обзора никакого нет. Вот. Ну как, он был, когда мы во Владивосток ездили. В принципе, немножко я о нем рассказывал. Но сейчас прям хочется прям побольше о нем рассказать. Машина в полнейшей комплектации. То есть это максималка F-Sport на панорамной крыше.
Салон у него красный. Есть подогревы сидений, есть у него вентиляция сидений. Подогревы, кстати, как передних, так и задних сидений, могу подметить. Некоторые комплектации есть у него без задних подогревов. Вот. Комплектации данных RX 450H у него есть разные. Есть, вот мы когда во Владивосток ездили, мы нарывались на разные автомобили. И в основном они были все переднеприводные. Эта машина у нас, наверное, единственная была. Ну, их два было всего по Приморью. Нашел вот две машины, которые были выдовые. У меня был принципиально прям выбор на выдовый автомобиль, потому что у нас Якутия. Ну и вообще как бы хочется, если такую машину покупаешь, то смысл ее покупать переднеприводную. Это паркет, это можно сказать уже полуджип. Поэтому хочется, чтобы он лазил везде. Вот, не бояться ни в снежок заехать, никуда. Поэтому вот приобрел 450-ку. Тачка очень нравится. У него две силовые установки. Это двигатель у него примерно 249 кобыл. Два электромотора еще дают ему примерно 100. По сути у него 349 лошадиных сил примерно, где-то так в совокупности, если брать. Вот. В принципе, что еще могу сказать? Есть очень приятный у него выхлоп. Ну давайте так немножко пройдемся, я расскажу о нем. Выглядит он вот так вот. Очень приятный выхлоп у него, японская стоит у него такая вот сдвоенный выхлоп. Это марка называется 5Z Speed, у него выхлопная система. Очень приятно шумит, фыркает вот так, короче. Ну, оптика у него вся полностью на ледах. Очень вместительный багажник. Очень вместительный такой багажник у него. Здесь у него, мне что нравится, как в Lexus, вот, что можно вот так вот взять, хоп, хоп, и откинуть сиденье. Очень удобно. Здесь очень много места. Можно возить много чего. Можно также на матрасик и спать. Очень удобно. Задняя электродверь. Вот. Здесь у него получается, что еще можно сказать? Ну и панорамная крыша у него, вот самая фишка, наверное, все-таки. По техничке, я говорю, он очень резвый. Стоит у него планетарная коробка. Никаких у него вариаторов тут нету. Это у него обычная планетарка, как у всех Toyota. Очень надежная коробка передач. Обслуживать только масло менять, и больше тут ничего особо не надо. И задний редуктор у него тоже, масло в нем меняется. Масло заливается в него 5 ВС, ой, 5 ВС, говорю, Toyota VS. Ну, немножко холодновато тут у нас, уже что-то под вечер похолодало чуть-чуть. Ну а так, машина очень красивая, вся на LED фарах. В общем, моя мечта была, и приобрел я его, слава богу. Утильсбор ввели, я успел его выхватить еще за нормальный ценник. Сейчас как раз таки на эти машины-то цена и поднимется. Попали под утильсбор вот эти машины, потом Prado 150 тоже стал дорогой очень, поэтому как бы успел, слава богу. В новом году мне, ну в том старом году фартануло нормально так. Ну в принципе больше мне рассказать о нем особо-то нечего. Машина как машина, ну шикарная тачка, конечно. Я не знаю, кому он конкурент. Ну, BMW, наверное, конкурент X5, скорее всего. Но это круче машина, чем BMW, я считаю. Почему? Потому что она проще в ремонте. Так сильно не ломается, как BMW. Ну, ломается у нас все, если неправильно будешь обслуживать. А так, в принципе, я не боюсь его обслуживать. Я его весь уже выучил. В принципе, буду кататься, радоваться. Вот. В салоне очень комфортно. Вот так вот все это выглядит. Панорамная крыша, еще раз говорю. Вот так она отъезжает. Два положения, люк у него тоже, в принципе, вверх поднимается, вниз поднимается. Вот можно вот так вот его, можно совсем открыть.
Вот он открывается. Летом классно. Зимой закрываю панораму, потому что холодно. Холодит от него все равно. Ну а так, в принципе, здесь динамики есть. Такое табло. На табло все выводится у него, в принципе, там мультимедиа, климат-контролем управления тоже там, и гибридную силовую установку можно смотреть, как она работает. Вот. В принципе, здесь вот подогревы сиденья у него имеются тоже на заднем ряде. Кстати, из фишек Lexus шторки есть родные. Вот, можно вот так вот их раз. Ну и как бы можно даже и тонировку-то не делать. Но я сделаю все равно тонировку. Черный салон. Тоже приятная вещь. Как бы так. Диски. Ну, диски родные мне в принципе нравятся очень. Тоже. Оптика вся линзованная. Все на ледах. Что еще здесь у нас? Полностью электросиденье. Память, как на всех Lexus'ах, имеется тоже. Ну и что здесь у нас по интерьеру? Ну, рычаг переключения вот так у него все. Здесь у него сдвоенный также климат-контроль. Кнопки удобные. Вот единственное, что прикол, не понимаю японцев, нафига они диски сделали, компакты. Как бы очень, не знаю, уже не современно, наверное. Лучше бы сделали. Ну тут у него под флешки есть. Вот здесь вот место под флеш-карты. Но я думаю, зачем они лишний диск этот сделали. В принципе, им уже никто не пользуется. Лучше бы они сделали магнитолу на какой-то своей системе андроида, что ли. И очень неудобно, если честно, вот этим управлять. Не знаю, я никак привыкнуть не могу. Уже вроде как сколько езжу, а все равно это неудобно. И потом можно вот тут вот нечаянно его задеть и собьешь настройки. Как бы неудобно сделано. Можно было бы его как-то убрать в другое место. Сделали бы сенсорное управление или еще как-то. Ну, Lexus как-то так заморочились. Славится своими часами еще. Здесь у нас по системам подкачка шин. Ну, в смысле, можно смотреть давление в шинах. Вот. Потом это у него как распределяются силы между передней и задней осью. Можно посмотреть. Это он предупреждение выдает каждый там сколько-то километров, типа остановитесь, отдохните. Вот. Ну, это информационная часть такая. Здесь у нас потребление, сколько он кушает примерно. Ну, потребление, кстати, у него, по-моему, в районе там 9,5-10 километров на литр. Ну, как бы вот сейчас так показывает. В принципе, он экономичный очень автомобильчик. Для 3.5 это прям вообще компас есть. Тут у нас управление мультимедией. Также у него есть круиз-контроль, полностью адаптивный, с контролем полосы, с контролем переднестоящего автомобиля тоже имеется у него такая функция. Ну и в принципе ничего такого особенного. Здесь тоже много всяких настроек. Парковка, ну, как бы можно этим управлять парковкой автомобиля автоматической. Ну и много-много чего тут есть в компьютере. Тоже много всяких фишечек. Вот менюшка у него примерно вот такая. Здесь и климат-контроль, и телефония, и все. Можно полностью всем управлять. Вот. Ну, в принципе, говорю, как бы мне не очень удобно. Я вот это ставлю и все, и катаюсь. Вот. Машина очень теплая, могу сказать. Очень теплая для Якутии. Классная. Главное его обслуживать грамотно. Ну, обслуживать мы умеем, как бы. Вот. Под капотку я не знаю, смысла, наверное, нет показывать. Что там показывать? Мотор, силовая установка гибридная. Все. Больше у него там ничего нету. Показывать нечего. Все закрыто, в принципе. А машин не могу сказать, что тачка классная просто. В принципе, все.
что хотел сказать. Смотрите, приятного просмотра на данный автомобиль. Кстати, про батарею ничего не сказал. Батарея здесь стоит, по-моему, где-то элементов 30. У него уже стоят большие длинные элементы. Отличается от приусовских, от всего. То есть батарея у него очень тоже мощная. Но вот система охлаждения нормально продуманная. В принципе, эти тачки перегревами особо не страдают. Но если закупорить, конечно, все и кататься в жару без кондиционера, то можно и эту батарею убить. Как бы так. Так, машина классная. Ну все, в принципе, поеду домой, наверное, кататься. Еще немножко прокачусь. И на этом все. Ну и чё? Я вообще без отца рос. И в люди выбился. Все мы герои фильмов про войну или про первый полет на Луну, или про жизнь одиноких сердец.